Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. По сообщениям пресс-службы Кремля, во время разговора обсуждалось в том числе сотрудничество в сфере энергетики. Все, точка. Вот попробую расшифровать, о чем могла идти речь. То есть у нас сейчас сеанс экзорцизма. Да, давайте попробуем отгадать. Вот, нет, гадать на кофейной гуще точно не будем, но мы помним... Ну, я вот могу сейчас варианты накидывать, я же за них не отвечаю. Я предполагаю, потому что действительно не знаю, о чем шла речь. Ну, как вариант. Вот руководство Казахстана было первым государством, которое вычеркнуло Талибан из списка запрещенных организаций. Вчера такой же шаг сделала Российская Федерация. Может, они это обсуждали? Могли обсуждать? Конечно. Могли. Могли они обсуждать то, что в ближайшее время, вот в мае-в июне, должно начаться строительство сразу 3 угольных электростанций российской компании «Интеррау» на территории Казахстана. Тоже могли. У меня сегодня был видеомост с Казахстаном. Там сообщили, что появилась еще и 4-я угольная электростанция, тоже российская компания. Я подробности еще не успел узнать, они меня просто ошарашили. Было в прошлом году соглашение по 3 новым угольным электростанциям, сейчас уже 4. У нас в прессе как-то вот этого не успела уловить, но поскольку в видеомосте принимал участие сотрудник Министерства энергетики Казахстана, вряд ли он ошибся. Вот очень вряд ли. Могло это обсуждаться? Да, конечно. Тем более, что если отбросить вот все политические интриги, склоки и прочие расследования, Россия и Казахстан, вот 2 государства, которые в энергетике связаны между собой, ну, вот как звенья одной цепи, ничего здесь не сделаешь. Напомню, что крупнейшая угольная электростанция России, Рефтинская, работает на Экибастузском угле. Единственная компания, которая ведет добычу на разрезах на Экибастузском бассейне, принадлежит российским компаниям. Вот как нас друг от друга? Не получается. Такая же картина по перетокам электроэнергии. В зимнее время Казахстан зачастую энергодефицитен. Перетоки идут из объединенной энергосистемы Урала и из объединенной энергосистемы Сибири. Но перетоки не в одну сторону. Казахстан успевает рассчитываться киловатт-часами, там, может быть, по деньгам по-разному, потому что обычно из России поставки идут в момент пикового спроса, рассчитываются в ночное время. Но, тем не менее, это никогда не останавливалось. Сейчас возникло уже дополнительное соглашение между нашим системным оператором и Центральным диспетчерским управлением Казахстана, чтобы, ну, как-то систематизировать вот эти поставки, чтобы они не были «спасай, беги», заранее резервировали, чтобы это аккуратно все проходило. Может быть, об этом. Может быть, вот то, что мы обсуждали на предыдущей передаче. Один из сотрудников МИДа Казахстана вдруг заговорил о том, что вот будет большое сотрудничество по строительству атомных электростанций. Министра... А разве он не сотрудник Министерства иностранных дел? Сотрудник Министерства иностранных дел. Ну, давай уже говорить о том, что это был министр иностранных дел. Могу напомнить и мнение господина Токаева, которое абсолютно с инженерной точки, с энергетической точки зрения обосновано, что одной атомной электростанции Казахстана будет мало. Это очевидно. Их нужно минимум 3. Может быть, вот на эту тему рассуждали. Может быть, вспоминали, к примеру, о том, что Казахстан освоил производство ядерного топлива, но по французским технологиям. По французским технологиям, но для Китая. Вот удивительно. Рядом просто, так скажем, первая волна строительства атомных электростанций на территории Китая шла по французским технологиям. Для Казахстана это максимально удобно. Ядерное топливо производим. Можно договариваться с Китаем, можно договариваться с Францией. Технология одна и та же. Может быть, на эту тему были переговоры. Нельзя забывать о том, что Казахстан по-прежнему контролирует рынок урановой руды. Так, надо вещи своими именами называть. Можно, конечно, говорить, что, ну, подумаешь, доля всего 44% от мировой. Ну, мелочи какие. Ну, если вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству, могу напомнить, что объем добычи в России – это еще 9% мирового рынка, рядышком дружеский Казахстан, еще 7%, на троих, простите, контрольный пакет. Может быть, вот я же гадаю сейчас, у меня же гипотезы самые разные выскакивают. Ну, не гадай, ты, скажем так, делаешь предположение. Я делаю предположение.